Ираклий Ревазович, здравствуйте. Недавно труппа театра вернулась с гастролей по России. Расскажите, какие города вы посетили и какие спектакли показали российскому зрителю? Добрый день, Эсма. Мы действительно длительное время находились на гастролях. Это самый длительный гастрольный тур в истории нашего театра и в новейшей истории нашего театра. Нам удалось за 11 дней побывать в 5 российских городах и сыграть там 7 наших спектаклей. Это разные спектакли, это «Кёджинские перепалки», «Хаджи Мурат» и «Солярис». И вот такой масштабный гастрольный тур, который помогает, конечно, театру развиваться, помогает театру ощущать важность, свою необходимость, встреча со зрителем, особенно с российским зрителем, это всегда большая ответственность. И мы такие вдохновленные, воодушевленные вернулись домой. Первым пунктом нашего гастрольного тура был город Саранск, фестиваль «Соотечественники». Это международный фестиваль русских театров, в котором принимали участие театры из Армении, из Казахстана, из Белоруссии, из Азербайджана, из Абхазии. То есть вот такой международный формат. И там мы показали наш хит «Кёджинские перепалки» в постановке Александра Каручекова. Сам режиссер Александр Каручеков очень нам помог. Он приехал в Саранск и репетировал спектакль прямо перед показом. Это, конечно, придало еще дополнительного такого, знаете, драйва и энергии нашим артистам. И спектакль прошел на очень высоком уровне. Единогласным решением экспертного совета спектакль признан лучшим на фестивале. Просто там даже не было ни у кого никаких сомнений. Там и зрительская реакция была соответствующая. Нам очень помогло Россотрудничество, которое приобрело авиабилеты для того, чтобы мы приехали в Саранск, и наше Министерство культуры нам выделили суточные вот на эти дни. Затем мы отправились в Тамбов в рамках проекта «Театральный проезд». Это уже наша была договоренность с директором театра Тамбовского молодежного театра Валерием Беляевым. Вот. И там мы тоже показали «Кёджинские перепалки» с сумасшедшим успехом. Там были представители нашей диаспоры. Вообще как-то все это на таком было подъеме, так было радостно. Это счастливые моменты нашей жизни, конечно, о чем тут говорить. И все вот это вот Абхазия у всех на устах, потому что когда видишь такое, понимаешь, что это страна, которая имеет очень большие перспективы, потому что театр — это же лицо страны, когда особенно он выезжает за пределы всегда. И мы это понимали прекрасно, мы понимали, что мы должны не подвести, не подкачать, должны наоборот укрепить образ нашего государства, но чем мы, по-моему, успешно и занимались все это время. В сентябре русскому театру исполнилось 40 лет. На ваш взгляд, в чем главный секрет успеха театра? Я думаю, что успех не только театра, но и любого дела состоит из нескольких слагаемых. В первую очередь это, конечно, знание и профессионализм. Если заниматься делом профессионально, если расти в нем каждый день и уделять изучению того, чем ты занимаешься все время, то, безусловно, достигнешь результата. Конечно, это любовь к театру, любовь к творчеству, к искусству. В театре нельзя работать без любви. Если ты просто приходишь на работу и что-то выполняешь какие-то обязанности, а потом уходишь домой и выбрасываешь это из головы, и живешь обычной жизнью, ну, это не тот способ, который позволяет тебе быть по-настоящему театральным человеком. Театральный человек — это тот, который болен театром, тот, который круглосуточно занимается только театром. Поэтому, кстати, в нашем театре, вот наши артисты, работники театра, это люди, которые работают только в театре и посвящают театру все свое время. И в этом, конечно, секрет успеха. Есть коллектив, который горит идеей,
строительства в Абхазии современного, популярного, востребованного и в Абхазии, и за пределами нашей страны театра. Ну и, конечно, это еще это нужно, вот, знаете, уметь попасть в настроение общества, уметь попасть в то, что сегодня интересно людям, делать то, что востребовано, делать то, что не стыдно показать не только в Абхазии, но и за пределами нашей страны. Вот какая-то планка эстетическая, человеческая, художественная, профессиональная, вкусовая, что очень важно, вкус в искусстве, вообще в театре, вкус. Вот недавно было интервью, кстати, великого режиссера Рима Сатуминаса, и он говорил о том, что вкус не менее важен, чем талант. Вот я думаю, что вот все это создает тот феномен Русдрама, о котором мы сегодня говорим, и который развивается и имеет очень интересные, мне кажется, перспективы в ближайшие годы. Вообще, насколько сложно управлять творческим коллективом? Ну, знаете как, мне несложно это делать, потому что я люблю всех, кто работает в театре, искренне, потому что это люди, подвижники, люди, которые, презрев материальные ценности, меркантилизм, какие-то легкие способы достижения благополучия, скажем, да, материального, а такие способы существуют, они все-таки занимаются очень непростой профессией, затратной, требующей, как я уже говорил, работы над собой, требующей сомнений постоянных, сомнений, необходимости выходить за пределы своих возможностей каждый раз. Что если актер это не делает, если он повторяется, если он один и тот же, он становится неинтересен. Поэтому актерская профессия очень сложная профессия. Но театр это не только артисты, это и технические службы, это и монтировщики, это костюмеры, это все те, кто обеспечивает работу этого организма. И я к ним всем отношусь как к своим детям, своим, не знаю, самым близким родственникам, людям, которых я люблю, и судьба которых мне не безразлична. Поэтому я прихожу на работу с радостью, с огромным удовольствием. Я не представляю себе дня в неделю, когда бы я не пришел в театр. Для меня я не отделяю театр от своей жизни, от своего досуга, от своего отдыха или от своей работы. Это все, это одно. Это не работа, это больше, чем работа. Вы часто приглашаете режиссеров из России. Даже не то, что вы часто, по-моему, большинство спектаклей, они поставлены российскими, да, режиссерами? Да. А как это сказывается на качестве спектаклей? И какие спектакли пользуются большим успехом? Поставленные российскими или же местными режиссерами? Это сказывается прямым образом на качестве спектаклей, когда мы приглашаем не только российских режиссеров, но и российских художников по свету, российских других специалистов театральных, которые действительно, ну, это люди, которые могут привнести в нашу культуру театральную свежую струю, новые подходы, просто поднять художественную планку очень сильно. Россия — это великая театральная держава. Нам просто повезло, что мы вот имеем возможность взаимодействовать с Россией в сфере культуры. Потому что если, скажем, вместо Российской Федерации соседом Абхазии были бы Соединенные Штаты Америки, например, то, скажем, драматический театр в Абхазии не смог бы так развиваться, потому что там нет такой культуры, или там какие-то еще крупные страны. А вот Россия — это великая культурная держава. И мы, конечно, взаимодействуем, и спектакли, поставленные российскими режиссерами, они не воспринимаются как что-то чужеродное. Они воспринимаются абсолютно как наши спектакли, отвечающие ценностям и вкусовым ориентирам нашего зрителя, и поэтому пользуются огромной популярностью. Но и у нас растут режиссеры, например, Джамбул Жордания. Он раньше ставил спектакли, но то, что он делает в последнее время, вот, скажем, его спектакль «Последний из ушедших», это прекрасная работа, прекрасная режиссерская работа, и там и актерская работа, очень хорошая в спектакле «Османа Абухба». Это спектакль, который, вот мы его с февраля по июль,
когда мы работали, мы его сыграли 18 раз, и попасть на него было невозможно. Так что здесь мне нравится, что в целом вот уровень творческий, художественный театра растет, и что у нас есть уже и режиссеры, которые могут такие спектакли аншлаговые ставить, да, и то, что у нас есть свои художники по свету уже, и то, что у нас есть звуковики свои профессиональные, и то, что у нас есть прекрасный пошивочный цех, и декораторы, художники, и сценографы. Поэтому мы вот за это время, кроме того, что выпустили хорошие спектакли, мы создали, мне кажется, очень важно, вот эту вот институциональные основы развития театра, вот что организационные основы, профессиональные основы. Поэтому я вот с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я знаю, что этот вопрос вам часто задают, но я тоже не могу не спросить. Планируете ли вы вводить в той или иной форме абхазский язык в спектакле? Вот рок-опера «Иисус Христос суперзвезда», она, по-моему, была переведена на абхазский, да? Вот что-то есть еще в планах подобное? Дело в том, что в Абхазии есть единственный русский театр. Это наш театр. Всего 4 государственных театра, из них 3 театра — это абхазские театры, то есть театры, работающие на абхазском языке. 1 театр работает на русском языке, это наш театр, и, конечно, для нас это основополагающая миссия, потому что русский язык — это язык, который знают в Абхазии все, да, который является официальным языком в Абхазии, и который для нас является таким вот проводником в мировое искусство, в мировую культуру. Поэтому для нас просто большая честь, что мы имеем возможность вообще вот работать на русском языке и с русским языком. Это очень сложно, это огромная ответственность. Я уже в последнее время, у меня уже это дошло до какого-то, знаете, до какой-то мании. Я просто прислушиваюсь к правильности произношения каждой буквы, каждого звука русского языка, потому что мы часто выезжаем, а там к этому очень внимательно прислушиваются. Но в то же время, конечно, всегда, и это, кстати, у меня была эта идея всегда, и она, по-моему, реализуется, что русский театр, он не должен быть каким-то обособленным, он не должен быть театром для какой-то части общества, он должен быть театром для всего общества, он должен быть частью абхазского культурного пространства, он должен помогать развитию культуры Абхазии. И вот этим мы и занимаемся все эти годы. Поэтому, конечно, мы разные формы можем предполагать, и я думаю, что, конечно, во-первых, да, мы работаем над рок-оперой «Jesus Christ Superstar» знаменитой. Это будет такой интересный очень проект, живой звук, живая музыка, живой вокал артистов. Вот. И будут 2 языковые версии. Будет русская версия и абхазская версия. Полностью на абхазском языке 1 день, полностью на русском языке 1 день. Потом мы даже в наших спектаклях где-то используем абхазский язык. Вот у нас, например, есть даже мысль сделать версию спектакля «Последний из ушедших» на абхазском языке. То есть мы готовы к экспериментам, к такому вот разнообразию форм и способов художественной работы. Но я всегда говорил, что в Абхазии должны быть артисты, которые одинаково свободно могут работать на сцене на абхазском языке и на русском языке. Вот таких артистов цены просто не будет. И сейчас уже нет, и в будущем не будет. Потому что это хороший навык. Артист вообще должен все уметь. Вот надо ему на китайском завтра сыграть роль, он должен сыграть на китайском. То есть это артист, это человек, который должен учиться тому, что он никогда не знал и даже не предполагал, что будет знать за 1 ночь. Вот должен, я не знаю, выучить роль на абхазском языке, даже тот, который не знает языка. И такое может быть. Поэтому мы не отвергаем никакие идеи. Наоборот, думаем о том, как разнообразить палитру художественного продукта нашего.
А как вам такая идея? Мы вот знаем, что Абхазский театр, Абхазский передвижной театр гастролировал по селам. Да. Рассматривали ли вы подобный опыт когда-нибудь для Русдрама? Возможно ли вообще это сегодня? Ну, в истории русский театр гастролировал и по селам, и там месяцами играл спектакли в районах и так далее. Просто сегодня изменилась театральная технология очень сильно. Если раньше спектакль — это артист, какая-то там, может быть, ну, декорация была, а было и условное решение, но в основном там артист, буквально 3 фонаря и какой-то там звук, может быть, который там возникает периодически, там, или может вообще его нет, да? Ну а сегодня спектакль — это высокотехнологичный продукт. Это свет, который создается многомиллионным оборудованием, да? Это звук, музыка, это подзвучка, это спецэффекты, это декорации трансформирующиеся. То есть сегодня театр — это такая вот технология, очень сложная технология. Поэтому, кстати, очень дорогостоящая технология. Знаете, стоимость одного спектакля Российской Федерации, там, даже не беру Москву, какой-нибудь возьмите даже региональный центр, но это 5, 6, 7 миллионов рублей, чтобы выпустить один спектакль. В Москве это и 30, может быть, миллионов, и 40, может быть, миллионов. То есть это очень серьезная такая история, поэтому практически нет таких спектаклей, которые можно без потерь вот показать, там, не знаю, на Полянке или там в Доме культуры где-то. Ну, практически невозможно. А зритель сегодня все-таки хочет уже получить качество. Он приходит в театр, чтобы он понимает, что он платит деньги за билет, и он увидит что-то, что соответствует мировому уровню, а не просто какое-то там представление на 3 стульях, да? Поэтому это сложный вопрос. Есть сегодня дома культуры отремонтированные, в них вполне возможно, что какие-то спектакли мы могли бы показать. Например, Кёджинские перепалки, безусловно, можно показать вообще в любом доме культуры. И, наверное, к этому мы придем через некоторое время, но как только возобновится деятельность учреждений культуры. Расскажите о возможности жителей Абхазии в 2022 году поступить в высшее учреждение имени Щепкина. Да. Сколько уже заявок подано и как будет проходить отбор? Это то, что меня очень греет мою душу, потому что мы всегда задумываемся о будущем, о перспективах, о том, что театральное искусство в Абхазии должно развиваться и через 10 лет, и через 15 лет, и так далее. А семена этого будущего мы сеем сегодня, да, закладываем в почву. И вот год назад мне удалось встретиться с ректором театрального института имени Щепкина. Это старейшая театральная школа России, бывшее императорское училище при Малом театре России, Борисом Николаевичем Любимовым. И мы с ним договорились подумать о том, как бы нам вот организовать вот такой абхазский курс в Щепке. Дело в том, что в Абхазии еще не было щепкинского следа Щепкинской школы. У нас есть выпускники Щуки, выпускники ГИТИСа, выпускники Тбилисского театрального института, санкт-петербургских вузов, там, вузов других городов. Но вот щепкинского следа в Абхазии еще не было. Поэтому это очень интересно. И потом, конечно, это очень престижно. Щепка — это, ну, вы понимаете, это элитарный вуз. И в итоге мы договорились и с Россотрудничеством, и с Министерством культуры России, и нам предоставили вот такую привилегию нашему театру набрать актерский курс для Абхазии, для нашего театра, вообще в целом для нашей страны. Мы планируем набрать 15 человек, которые будут на бесплатной основе, на бюджетной основе обучаться в Щепке, в Москве, у выдающихся преподавателей, которых будет возможность даже в процессе учебы выйти на сцену
Великого Малого театра России, Императорского театра, вот, и которых просто таким образом, у которых, мне кажется, определится жизнь и судьба. Потому что представить себе сегодня вот так вот на общих основаниях поступить в Щепку или в Щуку или в ГИТИС практически нереально. Там конкурсы за 100-200 человек на место. А у нас это возможно, потому что мы отбираем только из граждан Абхазии. Обязательно должен быть гражданин Абхазии. Поступление планируется в 2022 году. То есть это те, кто сегодня учится в 11 классе, например. Да? Они могут подавать заявки. Но самое неприятное то, что срок подачи заявок скоро заканчивается. Осталось буквально 10 дней. После этого мы прекращаем прием заявок. И уже в начале декабря сюда приезжает комиссия из Театрального института имени Щепкина. И она произведет отбор этих 15 счастливчиков, которые в 2022 году, благодаря поддержке Россотрудничества и Минкультуры России, поступят без конкурса уже, просто они уже вот сейчас будут отобраны, поступят в Москву, в Театральный институт имени Щепкина и будут учиться в самом центре Москвы, рядом с Большим и Малым театром. Поэтому, конечно, это великое событие. У нас есть уже несколько десятков заявок, естественно, конкурс есть. Но те, кто еще раздумывает, не раздумывайте, потому что такого шанса в ближайшие годы не будет. Это вот уникальная возможность вырваться в какой-то высокий мир и в Москву уехать учиться, да, и вообще попасть в какую-то совершенно в другую, в какую-то элиту, я бы сказал, творческую элиту общества. Поэтому мы вот еще приглашаем молодых людей и девушек, еще вот есть 10 дней. У каждого есть шанс, мы гарантируем стопроцентную справедливость и честность отборочных процедур. Ну, все знают, что мы в этом плане люди уже как бы имеющие хороший опыт, да. Вот, и всех рады будем видеть на экзамене. А заявку надо подать, позвонив по номеру нашего театра. На сайте вся есть информация, и можно также принести просто анкету в кассу театра. А потом, по окончании учебы у этих молодых актеров будет возможность работать у вас, например? Конечно, конечно. Мы обязуемся взять их всех сразу в штат нашего театра. Но главное, чтобы они находились, работали потом в своей стране, в Абхазии. Это очень важно. Что, кстати, в Щепке, вот особенность этой школы, там такая академичная, вышкаленная подготовка будет, да, особенно то, что касается речи. Там просто вот у них это же малый театр, да, это вот сценическая речь, и я думаю, что это будут очень выученные, очень интересные молодые актеры, из которых уже режиссеры потом разных школ, разных стилей смогут лепить все, что угодно. Это будет очень здорово. Поделитесь своими творческими планами. В нынешнее время самое неблагодарное занятие – это планирование и прогнозирование. Ну, прогнозирование всегда было неблагодарным занятием, но сейчас и планирование стало таким. Но мы все-таки надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится. Более того, я даже готов выступить с инициативой. И я, кстати, даже вчера об этом разговаривал по телефону с главой координационного штаба, с премьер-министром Александром Золотинсковичем Анквабом. Мы готовы выступить с инициативой открыть театр чтобы театр был открыт для людей, имеющих QR-коды, потому что сегодня Министерство здравоохранения вместе с компанией Mobile начали генерировать и выдавать QR-коды для лиц, которые имеют сертификат о вакцинации. То есть, например, те, у кого есть QR-код, те, у кого есть справка о перенесенном заболевании, например, справка о наличии антител. У многих есть вот такие, как бы они сдавали кровь и смотрели, есть ли у них антитела, болели ли они, да? Или у тех, у кого есть свежий ПЦР-тест. Вот для этих 3 категорий граждан то, как это в принципе делается, уже начинает делаться везде.
Мы готовы, мы понимаем, что это будет гораздо меньше зрителей, чем обычно. Мы понимаем это, что мы потеряем в деньгах, в зрителе, во всем. Но это позволит театру жить. И это будет абсолютно безопасно. Это уже будет вот просто стерильная совершенно ситуация. Так что я такую идею буду предлагать. И министр культуры в курсе, я ему об этом говорил, и министр здравоохранения в курсе. Надеюсь, что нас поддержат. Мне кажется, это будет прогрессивный очень такой подход. Это, кстати, поможет и популяризировать вакцинацию. Потому что вакцинация реально необходима. Без этого мы не справимся с ковидом. Это понятно. Это необходимо, и это будет постепенно, конечно, этот процесс будет двигаться вперед, но мы готовы помочь стимулировать вакцинацию, что человек будет понимать, вот у меня QR-код, я могу в театр пойти, потом еще кто-то будет по QR-кодам принимать и так далее, как это делается сейчас во всем мире. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы сможем разблокировать нашу работу вот таким образом. И если это произойдет, то мы покажем сразу спектакль «Инджи Ханум. Обойденное счастьем», премьеру по рассказу Даура Зантария. Это, мне кажется, тоже уникальный спектакль. Это первое воплощение прозы Даура Зантария на театральной сцене. Это же великий, действительно выдающийся писатель, удивительный, уникальный, писавший в жанре магического реализма, очень близкого нашему мировосприятию. Вот. Так что вот такой спектакль мы покажем. Мы выпустим премьеру рок-оперы «Jesus Christ Superstar», то, что называется, да, знаменитой. Вот. И также мы репетируем спектакль «100 лет одиночества» по Маркесу. Надеюсь, тоже мы его через некоторое время сможем показать. У нас обязательно будет спектакль по произведениям или произведению Алексея Гого в следующем году, потому что у него круглая дата, и мы не можем обойти юбилей классика, живого классика абхазской литературы. И есть еще много планов. Мы будем с ими так постепенно делиться. И, конечно, много гастрольных выездов. Их все больше и больше будет. Но хочется все-таки именно здесь, в Абхазии, играть спектакль для нашего зрителя. Мгм. Ну, удачи вам во всех ваших начинаниях, Спасибо. реализации планов. Спасибо за беседу. Спасибо за приглашение.